Задавайте вопрос. Союз будет? Интерфакс Терех. Первый главный вопрос. Союз будет? Пожалуйста, Борис Николаевич. Нет, мы Так, поручили ничего, Михаилу ничего. Сергеевичу вам. Всем, я не хочу, все должны по несколько слов сказать. Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но после сегодняшнего обсуждения у меня твердое убеждение, что Союз будет. Пожалуйста. Ну, вы знаете, как Казахстан всегда стоял за сохранение Союза. Не того, который был, безусловно, а тот, который сегодня реально существует. Это союз суверенных государств, самостоятельных и равноправных. И я на этой позиции стою, выражая большинство населения, мнение населения нашей республики. И мы видим, что экономический договор, который мы подписали, все время упирается в отсутствие политического союза. И поэтому мы подошли к тому, что обсудили сегодня в первом подходе, после тех огаревских, если вы помните, наших совещаний. Поэтому говорить сейчас конкретно о тексте, по-моему, не стоит, потому что мы высказали замечания, их надо доработать, но принципиально договорились о том, как я говорил раньше, тех, кто хотят быть в Союзе, мне кажется, этого ждет большинство населения, должны вступить в политический союз, который называется Союз суверенных государств. Значит, это будет в конечном счете, когда будем обсуждать конфедеративный или же другой какой-то, это еще вопрос будущего, поэтому я тоже считаю, что те республики, которые готовы и чувствуют, что без этого нельзя выйти, нужно единое рыночное пространство, переходный период, должны вступить в союз суверенных государств, равноправных во всех отношениях. Я бы сказал очень коротко, что, по моему убеждению, вероятность образования политического союза нового сегодня существенно возросла. Я думаю, что союз будет. Я также присоединяюсь ко всем коллегам и тоже полон уверенности, что союз будет на новой принципиальной основе. Пожалуйста, друзья. Туркменистан, недавно проведя референдум, признал независимость, независимое государство Туркменистан, демократическое. Мы всегда были за союз, и вот вчера у нас закончилась сессия Верховного Совета Туркменистана, там как раз поднимался этот вопрос, и все депутаты, выступают за то, чтобы независимое государство было в составе Союза суверенных государств, так что мы за союз. Позиция Таджикистана с самого начала была за союз, и после сегодняшнего обсуждения появилась уверенность, что союз будет все-таки на новых основаниях, на новых принципах. Ну вот то, что вам сказали товарищи, это отражает реальный процесс, и я бы его характеризовал, что сегодня мы продвинулись далеко в понимании того, каким мы видим сегодня, учитывая мнение наших народов, все реальности, будущий наш союз. Сегодня здесь прошла эта мысль, появилась, что речь пойдет, очевидно всего, что Союз суверенных государств это будет конфедеративно-демократическое государство. Тем самым уже подчеркивается его главный характер. Все остальное вытекает отсюда, и проработаны вопросы и принципы, и гражданство, и территории, и оговорено, что на каких подходах должны подходить мы к заключению оборонного союза, экономического договора, ну и по другим сферам. Сегодня мы завершили ту работу, которую 4 ноября начали, 4 на Госсовете о министре, и поддержали новую концепцию и предложения по МИДу, одобрили направление деятельности по совершенствованию нашего Министерства обороны и вооруженных сил.
дали добро на эти вещи. Сегодня мы утвердили, в основном одобрили на переходный период МЭК, утвердили товарища Силаева председателем МЭК, это переходные, так сказать, структуры. Я должен сказать, очень основательно обсуждался вопрос о том, что же будут, как выглядит будет, какова будет роль республик, каким должен быть новый центр. В двух словах, это огромное перераспределение полномочий. Республики идут на то, что более эффективно может и в интересах всех республик осуществляться на союзном уровне. И категорически, решительно против того, чтобы в какой-то мере, в той или иной степени, под давлением тех или иных обстоятельств, реанимировать старый центр. Я разделяю такую позицию, но при том условии, как вот о том, что это должно быть действительно огромное государство, с эффективными властями, четкими полномочиями, реальный субъект международного права и действующий и внутри, и вовне в интересах всего Союза. Так что я должен сказать, не вдаваясь в детали, поработали сегодня основательно, и я своих коллег приветствую. Должен сказать, за ними было решающее слово. Я излагал свою позицию, доводил настойчиво, приводил аргументы какие-то, они, в свою очередь, и продвинулись мы далеко. Часто мы не понимали вас. А? Часто мы вас не понимали. Но потом присоединялись. Вот что интересно. Да. В общем, я думаю так. Это была товарищеская обстановка, очень ответственная работа людей, которые чувствуют за собой страну и ответственность, и то, что нам предстоит сейчас решать задачи. Все правы в том, что без решения политического вопроса о политическом союзе будут тормозиться, буксовать все реформы, все дела. Вот это. Возможны сроки заключения. Главное, на что ушло, наверное, половина времени, каким быть союзом. То есть, или это просто союз суверенных государств, не имеющий как свое государственное образование, а именно союз государств, или все же союз суверенных государств с централизованной государственностью, государственной властью, то есть именно государство. И какое государство? Федеративное, конфедеративное, или вот третье, что выполняющее некоторые государственные функции без названия государство. Вот на этих понятиях ушло несколько часов наших дискуссий, довольно бурных, довольно откровенных, но рассматривалось по 3, 4, 5 компромиссных разных решений, и в конце концов мы сошлись на одном. Союз суверенных государств – конфедеративное государство, выполняющее делегированные государствами-участниками договора функции. Возможные сроки заключения договора. Ну, я должен сказать, что у всех нас желание двигать этот процесс насколько возможно быстрее, поскольку все мы понимаем, что это необходимо. И вместе с тем, здесь же нельзя, так сказать, не дрова наколоть для печки. Вот это мы умеем все. И сейчас бы, может, многие из нас сменили, чтобы дровосеками стать или колорубами. А вот это уже другое дело. Но тем не менее, я думаю, мы условились, что должны быть реализованы, что коллеги сказали в рамках Госсовета на экспертном уровне. Формулы почти доведены до юридических таких. И еще Госсовет должен тогда собраться для того, чтобы, если он согласится, уже все парафировать. И после этого пойдет остальной процесс, мы его рассчитаем по времени. Во всяком случае, это наши... Уточнили серьезно сегодня. Серьезно. Сначала Верховные Советы Республик рассмотрят договор, одобрят его, и тогда он вступит, если они одобрят, то он вступит в силу после подписания его полномочными делегациями
Верховных Советах Республик. Что с бюджетом? Сегодня обсуждалось? Обсуждали бюджет. Ну, бюджет, финансовое состояние страны вам известно, не буду даваться детали, они у вас на руках. Раз вы задаете вопросы, вы в курсе всех этих дел. Чрезвычайно трудная ситуация. Мы основательно заслушали все доклады Минфина, то, что сегодня осталось от Минфина, МЭКа, Госбанка. Все руководители республик участвовали в этой дискуссии, поскольку это затрагивает жизнь всей страны. И на основе того обмена, который состоялся, это был очень трудный и жесткий разговор, мы приняли такое решение: в 3-дневный срок поручить руководителям глав правительств с участием председателя МЭКа организовать эту работу и в 3-дневный срок внести предложение по бюджету в направлении тому, чтобы этому бюджету придать чрезвычайный характер на оставшееся время. Он будет рассматриваться в Верховном Совете? Ну, безусловно. Если речь идет о Союзе, то как рассматривать, как рассматривать недавнее заявление, которым Петросян обратился к вам, Борису Николаевичу, и президенту Казахстана? Относительно бойкота Азербайджана. Знаете, я думаю, что это уже за пределами, так сказать, сегодняшнего разговора. Хотя это, конечно, все происходит в Союзе, и поэтому так. Все же надо сказать, что члены Госсовета настроены, что политический союз, который будет создан, и образует то экономическое пространство, где будут строго действовать все правила, согласованные этими государствами. Всех, кто останется за пределами политического союза, встанет вопрос об урегулировании отношений с ними. Поэтому, я думаю, вот это надо иметь в виду. Что касается вопроса вашего относительно бойкота, мы сейчас занимаемся, все втянулись в это дело основательно, хотим как-то ослабить это противостояние. Вы знаете, то, кажется, пошло на сближение, и вот эта миссия тогда Бориса Николаевича и Султана Бишевича с участием всех сторон у нас породила большие надежды. Но, знаете, кому-то это не нравится. Мы должны иметь в виду, вот то, что, по-моему, сделано было тогда, это серьезно, основательно, компромиссно, в интересах народов двух республик. Но есть силы и в той, и в другой республике, которые не устраивают это. И они организовывают, подталкивают и втягивают, знаете, а потом, когда начинаются жертвы, когда видим смерть людей, тогда уже все, и Верховный Совет, и правительство в тяжелом положении оказываются. Будем продолжать. Будем продолжать. Мы не только не считаем себя свободными от этого, будем продолжать все. И Союз, и республики. Ну что, спасибо. У вас сегодня меньше на 2 человека, на 2 представителя. Украины и Узбекистана. Узбекистан, вы знаете, я думаю, тут просто вот так случилось. Узбекистан должен был приехать, они участвовали во всем этом процессе. Их позиция вообще по отношению к Союзу интересная, активная. Но самолет, который там оказался, не полетел, потому что товарищ Каримов, Ислам Абдуганеевич, оказался в состоянии по здоровью. Вчера вернулся из Ферганы, в общем-то, вроде все было нормально, но потом это случилось. Ну, это... Что касается Украины, там я уже при открытии говорил, там позиция такая, что председатель Верховного Совета не участвует ни в работе Верховного Совета Украины, ни в Госсовете, пока не завершится предвыборная кампания, дабы он не использовал в своих целях участие вот в этих формах работы. Но я прямо скажу, что все мы ждем участия наших украинских братьев в этом, и мы себе не мыслим, и уверены, что это так и будет. Украина это и народ этот внесут свой вклад, мы из этого исходим. Спасибо. До свидания.